когда я на этих лекциях рассказываю про зарубежных писателей, я несколько раз об этом говорил, упоминал, что в Советском Союзе был такой канон, свод авторитетных писателей, которых должен был прочитать любой интеллигентный советский человек, зачастую не совпадавший со статусом этих авторов в своих родных странах. Вот, например, такой статус был у Джека Лондона. Это такой очень комсомольский писатель, это любимый писатель Владимира Ильича Ленина. Вот, и его поэтому ценили. А в Америке он не то чтобы автор второго плана, но он в ряду со Сталиным. К этой категории относятся, например, американский писатель Драйзер, или из английских, если брать писателя, Гул Суорси. Гул Суорси был очень популярен в 70-е годы. Опять-таки, в Англии он тоже известен, но таких, как Гул Суорси, у них несколько десятков. И с Диккенсом произошла похожая история. То есть Диккенс не самый известный был писатель. Вернее, он был, конечно, очень известен и очень популярен при жизни. Он читается и изучается и сейчас, но, опять-таки, в Англии таких писателей где-то 1,5 десятка. И Диккенс считается не самым из них выдающимся. Я несколько слов потом скажу по поводу того, как он писал свои произведения, почему они такие длинные. Некоторые на 2 тома делятся, потому что Диккенс любил деньги. Он любил много заработать. Вот. А причина, по которой Диккенс попал в этот пантеон советских зарубежных авторов, как обычно, довольно простая. О Диккенсе очень лестно отзывался Карл Баркс. 2 таких автора поэтому были вознесены в советском литературоведении: Бальзак, французский писатель-реалист, и Диккенс, английский писатель-реалист. Кто-нибудь помнит, какие были 3 основных источника марксизма? И 3 составные части. Исторический материализм, диалектический материализм. Помните? Научный коммунизм. Да, научный коммунизм. Какие там были 3 составляющие по Марксу? Никто не помнит. Капитал. Ну, вот Маркс сам их называл. То есть это были какие-то явления, которые были до самого Маркса. Вы помните? Значит, это английская политическая экономия, немецкая классическая философия и французский утопический социализм. Да, 3 составляющие. Так вот, когда Маркс упоминал английскую политэкономию, он говорит: романы Диккенса мне рассказали об экономике капитализма гораздо больше, чем труды экономистов английских. И поэтому Диккенс воспринимался именно как обличитель капитализма в Англии, что справедливо. Но Диккенса нельзя свести только к этому. Второй аспект, который в отечественном литературоведении, советском литературоведении затушевывался: Диккенс — это очень религиозный писатель. Когда вы читаете его книги, вы это вот так в лоб не почувствуете. То есть там нет цитат из Библии, там нет образа священника хороших и так далее. Но на уровне сюжетов, на уровне системы персонажей, Диккенс очень-очень христианский писатель. По этой причине Диккенса очень ценил Достоевский. И многие идеи Диккенса у нас появляются в романах Достоевского. То есть буквально Достоевский вычитал у Диккенса вот эти идеи. С одной стороны, да, и вроде бы он такой сентиментальный, традиционный писатель, он воспевал традиционные ценности. И я, когда выбирал тему для сегодняшнего выступления, выбрал тему семейные ценности в романах Диккенса. Диккенс — это очень семейный писатель. Это и книги для семейного чтения, он у нас Рождество придумал. Некоторые исследователи так и говорят, что праздник Рождества был придуман Диккенсом.
Он автор цикла «Рождественские истории», в которых такие основные элементы ритуала были им описаны. Но нельзя сказать, что Диккенс изобрел все эти ритуалы. Просто он зафиксировал то, что было в разных районах его страны, регионах страны, и он это популяризировал. Это все можно показать по телевизору. То, что Диккенс написал, это как показать по телевизору. Теперь все про это знают, и поэтому теперь все будут праздновать Рождество так, как написано в романе Диккенса. Вот. Но в то же время Диккенс у нас был очень был очень большим новатором в семейных отношениях. То есть семья для него это большая ценность, но само понимание семьи у него было очень модернизировано, очень передовое. И поэтому, с одной стороны, его можно считать консервативным, сентиментальным писателем, семейным, а с другой стороны, само понятие семья у него очень переосмысливалось. Перед тем, как рассказать про ряд его произведений, и про одно из них я бы хотел рассказать более подробно в связи с семейной тематикой, я несколько слов скажу о том времени, когда жил Диккенс. 19 век, почти весь 19 век, Англией правила королева Виктория, тетя Вики, как ее ласково называли. Если вы помните экранизацию Конан Дойля советскую, то от скуки Холмс в одной серии, потому что он разочарован в том, что преступность идет на спад, и ему нечем заняться, он берет револьвер и стреляет в стену, выписывая следами от пуль Ви, букву Ви. Это королева Виктория. Она пользовалась большим уважением, правила очень долго, почти весь 19 век, и это вершина развития Англии как военной державы, военно-морской державы, политический вес огромный, колонии большие, обширные, и в культуре тоже были достижения. Здесь перечислены основные ценности, которые культивировались в эпоху королевы Виктории. Да, а сейчас эта эпоха в основном подвергается такому очень критическому переосмыслению, что она была не такой благостной, как было принято считать в начале 20 века, а была у нее и оборотная сторона. У Диккенса, кстати, про эту оборотную сторону рассказано очень-очень подробно и очень неприглядно. Так вот, основные ценности – это социальный и моральный консерватизм, то есть высоко ценилось прошлое и все, что связано с прошлым. Диккенс в этом отношении был консерватором. Например, в романе «Домик и сын» нам представлено два вида транспорта. Кто-нибудь помнит, как закончила свои дни Анна Каренина? Транспорт. Да, бросилась под поезд. Так вот, первый вид транспорта ужасный, антиэстетичный, несущий смерть, источающий смрад, дым и так далее, это железный транспорт, транспорт железной дороги. Читая этот роман, там постоянно Диккенс, когда упоминает железнодорожный транспорт, он говорит о том, что это ужасно, это ужасный транспорт. И поэтому один из героев погибает под колесами паровоза, колесами поезда, проезжающего. Теперь смотрите, по сюжету в этом романе. Молодой человек, персонаж положительный, поэтому у него в жизни все должно быть хорошо. Поэтому он занимается чем? Он моряк. Понимаете, если был плохой человек, был железнодорожник. А он моряк. У него есть дядя, который держит лавку, в которой продаются разного рода интересные, экзотические приборы для морской навигации.
Лавка переживает самые худшие времена, покупателей нет. Почему? Потому что все, что он продает, это было необходимо для парусных клубов. Но это дядя, очень добрый человек, и мы понимаем, да, что люди, которые связаны с морем, с флотом, тем более с парусным флотом, то есть люди старомодные, они хорошие. Вот железная дорога – это технологии современные, это смерть. А вот есть у нас морской транспорт. В этом романе молодой человек, моряк, отправляется на место службы на остров Барбадос в Карибском море, и его корабль утонул. Понимаете, да? Это примерно в середине романа сказано. Но Диккенс пишет добрые сказки, поэтому море – это не железная дорога, поэтому хороший человек в нем утонуть не может. Ближе к концу романа выясняется, что он чудесным образом спасся. А когда они женятся в финале романа с главной героиней, они отправляются в свадебное путешествие, естественно, на чем? На корабле по морю. Океанский совершенно согнувший. И у них первый ребенок рождается во время морского путешествия. Но оно там длинное, они в Индию отправились. Вот это примерный символизм. То есть у Диккенса море – это природа, она убить не может. А вот железо в виде паровоза она может убить. Да, это примерный символизм. Также Диккенс был консерватором в плане образования. Таких ужасных учителей, которых изображает Диккенс в своих романах, еще поискать. Такие ужасные школы, которые он нам показал в своих романах, тоже нужно еще поискать. С точки зрения Диккенса, система образования детей в лучшем случае развращает, в худшем случае убивает, как произошло с одним из героев романа «Бомбейса». Почему? Дело в том, что английская система образования, начиная с XVIII века, позиционируется как институт антисемейный. Вот почему родители всегда недовольны школой. Потому что сам институт школы, он закладывает в себе конфликт между родителями и школой. В общем, это философская идея Джона Лока о том, что ребенок от рождения чистый лист или чистая доска, по латыни табула раза, и чтобы его не испортить, не дать испортить, его нужно поместить в стерильные условия. Искусственные условия, а для этого что нужно сделать? Изолировать от семьи. Да? Помните, у нас Пушкина в 14 лет отправили в лицей, да? Вот. Система интернатов и школ-пансионов, она появилась в Англии, а потом распространилась на все остальные страны европейские. То есть идея в том, что ребенка в определенном возрасте нужно обязательно изолировать от семьи, потому что в семье он получит неправильное воспитание, а в школе он получает правильное воспитание. Как вы понимаете, Диккенс с этим был в корне не согласен. И поэтому у него нет школ хороших и плохих. У него все школы плохие. Все. У него бывают изредка добрые люди, которые работают в школе, но эти добрые люди, когда работают в школе, причиняют такое же зло детям, как и злые люди. То есть логика воспитания, обучения, она от личных качеств педагогов не зависит по Диккенсу. В этом отношении он абсолютно. Кстати, похожую ситуацию мы с вами найдем в произведении Чехова. У Чехова я заметил, если главный герой врач, обязательно человек хороший. Вот 100%. 100%. Если человек учитель, человек, помните, да, обязательно человек плохой, ограниченный. Это, мне кажется, была общая идея в 19 веке. В 19 веке и у Диккенса по этому поводу тоже большие претензии к его системе образования. И Диккенсу бы очень не понравились современные образовательные стандарты. И не понравился бы компетентностный подход.
Потому что по Диккенсу, почему система образования уничтожает ребенка? Потому что она губит его душу. Если перевести на термин педагогики, Диккенс выступал за приоритет эстетического и нравственного воспитания. Враждебным по отношению к нему, с точки зрения Диккенса, был вот этот практицизм. То есть, когда человека научают только тому, чтобы он делал что-то практическое, это плохо. Ну или как здесь написано, утилитаризм. Да? Здесь логика наивная. Но у англичан, писателей, вот такая наивная логика, может быть, они правы. По Диккенсу ситуация с людьми практичными такая. Если вы общаетесь с практичными людьми, которые делают только полезные вещи, ну а раз есть понятие пользы, то есть субъект этой пользы, то есть тут для кого это польза, для кого это полезно. Так вот, если вы общаетесь с практичными людьми, то этот практичный человек, креативный, он обязательно изобретет способ, чтобы вас обмануть. Они всегда опасны. Это идея, которая еще в XVIII веке появилась в английской литературе. Если человек думает о своей выгоде и умеет эту выгоду извлекать, он всегда несет зло всем окружающим. И отсюда у Диккенса такой подход. Есть чудаки, люди, которые сами ничего делать не умеют полезного, но зато и поэтому и зла не причинят. Я привел пример, да, вот лавка, которая ничего не продает, поэтому практической пользы от этой лавки с морскими приборами нет, но зато человек хороший. А в этом же романе есть человек, который зарабатывает деньги, он зарабатывает деньги, думает о том, как заработать деньги, поэтому человек плохой. Правда, он потом становится хорошим, поэтому думаете, что нужно сделать с богатым человеком, чтобы он стал хорошим. Совершенно верно. Вот как только он разорился, он сразу понял, что в этой жизни чего стоит на самом деле. Социалистический. Да, это абсолютно социализм, это христианское христианство, это идея христианская, да. Через утраты ты внутренний мир свой изменишь. Вот. Чувство долга. Англичане воспринимали свое общество как машину, в которой, или, можно сказать, морскую команду, в которой у каждого есть своя функция. И вот когда каждый выполняет свою функцию хорошо, тогда и все общество благоденствует. У Диккенса эта идея есть, но он опять-таки указывает на то, что это должно работать на основе моральных, нравственных, этических принципов, а не на основе законов, выгоды экономической экономии. Ну и вот последний пункт в этом перечне — лицемерие. Это главное, за что бичуют наши современники бичуют викторианскую Англию. Викторианская Англия строила свою этику на отворачивание, на замалчивание неприятных моментов в социальной действительности. То есть, если про что-то плохое не говорить, если этого не замечать, то вроде бы этого и нет. Поэтому эта эпоха была, да, очень ханжеской и лицемерной. По этой причине в этом обществе в заведомо ущербном положении находились женщины, потому что они хуже могут лицемерить. Вроде бы не совсем справедливо, женщина наоборот вроде бы более хитрая и так далее. Дело в том, что, и мы сейчас увидим на одном из романов Диккенса, дело в том, что согласно, и это справедливо, да, женщины менее рациональны и более импульсивны в своих действиях. Они более эмоциональны. И поэтому человек, который совершает эмоциональные действия, он всегда подвергается осуждению со стороны общества.
потому что это общество очень такое рациональное, рационализированное. Вот. И у нас, я более подробно про один роман расскажу, о котором я упоминал в Дом Лисы. Там у нас с дочерью отец обращается очень-очень жестоко. Значит, Диккенс – это автор, который очень оптимистичный. Не так много среди классиков писателей, у которых произведения заканчиваются счастливо. Сейчас счастливым концом, хэппи-эндом. Диккенс в этом отношении вкусы домохозяек удовлетворяет. Он очень сентиментальный писатель, и у него, как правило, счастливый финал. Счастливый финал – это обычно свадьба. Есть у него несколько романов, которые в эту схему не вписываются, но их гораздо меньше, чем те, которые будут. Оптимизм в этих романах определяется тем, что в романах Диккенса обязательно присутствует исключительно положительный персонаж. Исключительно положительный – это персонаж, у которого нет ни одного зла. Если мы используем романтическую триаду, а романтики в начале 18-19 века, идеал формулировали как сочетание трех начал – истина, добро и красота. И вот у Диккенса есть такой персонаж обязательно в романе, который является носителем истины, добра и красоты. У Диккенса это ребенок. Вот. Ребенок. Почему? Тут поясняется. Потому что все зло в этом мире идет из общества. Поэтому я говорил, что в советском литературоведении Диккенс справедливо воспринимался как критик капиталистического общества. Но, уверяю вас, если бы он попал в Советский Союз, он бы также критиковал и советский строй. Вот у него нет школ хороших и плохих, и у него нет общества хорошего и плохого. Общество всегда плохое. И чем теснее вы в общественную жизнь интегрированы, чем вы более социально активный субъект, тем вы хуже. И наоборот, если вы с точки зрения общества, человек, существо неполноценное, то есть вас к станку нельзя поставить, вас к прилавку нельзя поставить, чтобы продавать, в конторе сидеть, чтобы подсчитывать выручку фирмы. То есть вы для пользы дела непригодны, а тогда вы находитесь на периферии, маргинальный статус у вас, и тогда вы в этом обществе не портитесь или портитесь гораздо меньше. Вот, повторю, если человек полезный, это, как правило, человек плохой. Получается, человек не встроенный в систему. Совершенно верно. Не система. Потому что система обязательно плохая. Вот по Диккенсу система плохая. Вот как паровоз железный, да, он не важно где построен, он просто потому что он железный, он уже ничего не бесчеловечный. По этому поводу у него тоже к обществу потребуешь претензий. Общественная машина, она сама по себе бездушна. Поэтому люди, которые в нее увлечены, они тоже теряют свою душу. Вот. И логика, о которой я уже говорил, человек не встроенный в систему, человек бесполезный, но зато он из вас это время не сможет. Причинить зло не сможет. Вот. Поэтому у него это, как правило, ребенок. Вот. Примерно поровну это мальчики и девочки. Вот. Ну и, как вы понимаете, таких детей, которые изобразил Диккенс, в жизни не бывает. В жизни они гораздо хуже. Диккенс их идеализировал. Вот. По этому поводу у Марка Твена было очень много претензий к Диккенсу. И когда он пишет свою книгу «Приключения Тома Сойера», а Том Сойер, как вы понимаете, это существо такое антисоциальное, да? Вот, его там постоянно бьют и правильно делают, чаще всего. Так вот,
одно из, значит, предисловий к роману «Приключения Тома Сойера» Марк Твен пишет: «Я хотел напомнить своим взрослым читателям, а книга не детская, а для взрослых, по Марку Твену, какими они были книги». И отдельно у него есть пассаж, чтобы освободить читательскую аудиторию от той Дэвид Копперфильдовской мути, который им, дальше я дословно не помню, но что-то вроде заполнили голову, да, заморочили голову. Вот он антидиккенсовский писатель. Вот. Да, у Диккенса такие персонажи показаны в лице детей, которых реально не было. Либо у Диккенса есть взрослые люди, которые ведут себя как дети. То есть это взрослые дети. Вот. Соломон Джилс, хозяин лавки, о котором я упоминал выше, он как раз такой образ ребенка. Он взрослый ребенок. У него приятели есть такой же Таткатыш. Они взрослые, но как дети. А как дети, то есть они тоже не практически, пользы от них никакой, но и вреда тоже нет. И в каждом из романов мы с вами встречаем этого носителя. И в каждом из романов Диккенса мы встречаем институт, который является частью вот этого плохого общества. Это тюрьма. Тюрьма или все, что связано с судом. Система образования часто встречается, но не во всех произведениях, а вот во всех произведениях, без исключения, есть элементы вот этого. Иногда это основной сюжет, иногда это одна-две главы, но обязательно есть что-то связанное с судом, и обязательно есть что-то связанное с тюрьмой. Вот для него общество, для Диккенса, это суды и тюрьма. С этим таким образом. Писал Диккенс долго, он плодовитый автор. С 30-х годов по 70-й год до смерти у него остался один незаконченный роман, который постоянно пытаются дописать, потому что это детектив, и там нужно узнать тайны Эдвина Друда. Там нужно угадать, как же дальше будут развиваться события. И обычно есть разные хронологии, но разделить можно, вот в данном случае я разделил на 4 части, на 4 этапа творчества. Это 30-е годы, 40-е, 50-е, 60-е годы. Вот. Чем они друг от друга отличаются? Принцип классификации. В этих романах, написанные в разные периоды жизни Диккенса, Диккенс различает источники зла. То есть он описывает зло, которое имеет разное происхождение. И вот потому, откуда происходит зло, он и так, скажем, созревает, как писатель, эволюционирует. На первом этапе зло у него онтологическое. Ну, это как в эпических произведениях, в мультфильмах. Да, волк плохой, почему? Потому что он волк. И с этим вы уже ничего не сделаете, вот. Вы его не перевоспитаете, поэтому если человек плохой, то он уже плохой. А если хороший, то хороший. Что бы вы с ним ни делаете, он все равно будет хороший. Это свойство изначально задано. Поэтому в этих произведениях у нас персонажи четко разделены на плохих и хороших. И из одной категории в другую они не переходят. Оливер Твист – самый показательный в этом отношении пример. Сюжет романа такой. Есть мальчик, который по закону должен получить хорошее наследство. А есть его двоюродный брат, который в следующей очереди. И вот если Оливер Твист получит наследство, то Монк, это его двоюродный брат, этого наследства лишится. Что делает Монк?
пытается сделать Бог? Он пытается Оливера Твиста совратить. Что он делает? Он его помещает на самое дно лондонского общества. Среди карманников, воров, мошенников, уголовников. Черта с два, Оливер Твист нас ангелочек. Его нигде и ничем совратить невозможно. Он оказывается честным мальчиком, но из-за того, что он честный мальчик, он в конце получает то самое наследство. То есть вот такое наивное представление Диккенса о том, что хорошие люди всегда остаются хорошими, а плохие – плохие. На следующем этапе Диккенс указывает, что источником зла в этом мире становится общество. Каким образом? Это показано на втором этапе, 40-е годы. Общество навязывает людям некие мнимые ценности, ложные ценности. И люди, следуя этим ложным ценностям, причиняют зло себе и близким людям. Когда они из этого плена выходят, избавляются от этих ложных ценностей, мнимых ценностей, они обретают подлинные ценности и становятся источниками добра для своих близких людей. То есть общество формирует наше сознание. Сознание формируется неправильно, и поэтому мы имеем перед собой злодеев. А если сознание еще не сформировано, как у ребенка, то он источник добра. Или если взрослый осознал, что эти ценности были мнимыми, ложными, он становится хорошим. И поэтому на этом этапе у нас есть персонажи, которые были хорошими и стали плохими. И наоборот, были хорошими, были плохими, стали хорошими. Я об этом романе «Дом без сын» чуть подробнее поговорю позднее, потому что я хотел бы на него основное внимание свое акцентировать. Поэтому к следующему этапу перейду. 50-е годы. Здесь Диккенс изображает, пишет романы в таком ключе. В романе «Холодный дом» изображается канцлерский суд. Это Верховный суд, один из там сложных систем был, а потом, кстати, упразднили, распустили после романа Диккенса. Это суд, который рассматривает в романе Диккенса тяжбу по наследству. Называется она «Жарлиса против Жарлисов». Тяжба длится 30 лет. А как вы думаете, чем она закончилась? Вот смотрите, была одна сторона, которая доказывала, что наследство должна получить она, и вторая сторона, которая должна была доказать 30 ничего не получилось. несколько сотен. Нет, хуже. 30 лет, несколько сотен людей, свидетелей задействовано в это дело, это тяжба. Тяжба, наконец нашли документ, который наследство присуждает одной из сторон, но все наследство ушло на что? На судебные издержки. Главная сторона, которая выиграла от этого процесса, это суд. Сам суд. Вот так, по мнению Диккенса, и устроена наша общественная система. Да, институты, которые есть в государстве, они служат не людям, а они служат сами себе. А людей они используют. И в романе «Холодный дом» показан на примере одного молодого человека, как он испортился по мере того, как вовлекался в это дело. Причем он портится во всех смыслах этого слова. У него портится характер, он начинает думать только об этом деле. У него портятся отношения с его женой. Он физически истощается,
И в конце концов каждого добивают, он умирает от истощения. И Диккенс этим показывает, что вот если вы попали под сферу влияния, орбиту этого социального института, все, да, вам нужно как можно дальше не держаться. Другой пример в романе «Крошка Доля», там показана долговая тюрьма. Нашелся. Вот смотрите, туда сажают людей, которые не могут выплатить долги. В обычную тюрьму людей сажают на определенный срок. А здесь пока ты не выплатил долг. Соответственно, это хуже, чем обычная тюрьма, потому что ты здесь не знаешь, когда тебя выпустят. Слышу, украсть. Да, когда ты... Поэтому там люди живут уже поколениями, там уже семьи есть и так далее. Вот про это тоже Свобода рассказывает в этом романе. И образ эпизодический в этом же романе «Министерство волокиты и околичностей», сатира на бюрократию. В общем, если кратко, это Министерство волокиты. Во-первых, там работают люди, у которых фамилия Полипы. Если у вас фамилия не Полипы, вы в это министерство не попадете. Вот. Во-вторых, главная цель этого министерства, два варианта перевода есть. Один вариант перевода волокиты, другой личности. Это находить как можно больше доводов к тому, чтобы ничего не делать. То есть вот есть проблема, и нужно найти как можно больше доводов, чтобы эту проблему не решить. Это главная функция. Ну, отсюда название. Вот такое злое очень отношение, едкое отношение к обществу у Диккенса. Да, и последний этап. Диккенс здесь большие надежды, это самый показательный роман на позднего Диккенса. Здесь он показывает уже, что зло присутствует не только в других людях, как это было на первом этапе, не только в обществе и не только в каких-то социальных институтах, зло присутствует в самом человеке. В «Больших надеждах» начинается роман с того, что маленький мальчик помог каторжнику, беглому каторжнику. Помощь была не то чтобы очень уж трудоемкой для него, он принес ему каравай хлеба и масло. Но этот каторжник ничего доброго от людей за всю жизнь не видел. Этот мальчик его очаровал. Потом, когда он разбогател в Австралии, он без указания своего имени, через посредников, решил в благодарность сделать из этого мальчика джентльмена, начал выделять большие деньги на то, чтобы этот мальчик стал человеком. То есть получил хорошее образование. Ну и, в общем, в ходе романа, как вы понимаете, он фактически, на самом деле, из человека сделал сволочь. Именно потому, что у него появились деньги, и он начал получать образование. Джентльмен из него получился, а человек, как оказался, человек пропал. И в романе ставится вопрос, вот он сделал добро для этого человека, мальчика, или зло? И кто является источником этого зла? Он помог раскрыть то зло, которое было в этом мальчике, вот, благодаря тому, что у него появились возможности. Вот. Но более подробно я бы хотел рассказать вот про этот роман «Домби и сын», потому что про семейную тему, и тут, видите, у нас даже название романа «Домби и сын». Казалось бы, у нас роман будет про хорошего отца. Однако полное название романа «Торговый дом Домби и сын. Торговля оптом в розницу и на экспорт». То есть Домби и сын – это не семья, а это торговая фирма. Начинается роман с того, что Домби, Поль Домби, старший, ждет, когда же у него наконец-то родится сын. Он с нетерпением этого ждет. Не то, чтобы у него не было детей, у него есть уже дочка по имени Клоренс. Но дочка это, во-первых, не ребенок, во-вторых, это не человек.
когда Поль умирает, он умирает ребенком, и старший Домби заказывает, не помню, плиту, он говорит, он пишет надпись, значит, могильщику, ну тому, кто памятник делает, пишет, дает задание. Напишите на нагрудной плите моему единственному ребенку. Тот переспрашивает, в смысле, у вас же еще дочка есть? Он вспоминает. И говорит, да, хорошо, моему единственному сыну. Итак, и весь роман у нас будет строиться на том, как отец будет менять отношение к своей дочери. С сыном будет все понятно, потому что сына старший Домби у нас уродит. Он загонит его в могилу. Его сын рано умирает именно потому, что он воспитывается отцом. Вот отец своими руками загоняет своего сына в могилу. Почему? Потому что, смотрите, да, про дочку он говорит. Ну, девочка говорит, это фальшивая монета. Очень похожа на настоящую, но потратить не получится. В дело пустить не получится. Потому что девочка для торгового дома Домби и сын бесполезна. А фирма называется Домби и сын. И вот нужно, чтобы название соответствовало содержанию, и поэтому он ждет, когда родится сын. Но ему не нужен не сын. Ему нужна фирма. И поэтому старший Домби относится к своему ребенку не как к ребенку и не как к сыну, а как составную часть вот этого названия. Совершенно верно. И фактически его перегрузили вот этой взрослой нагрузкой. У него с ранних лет лицо старика. Вот. А умирает он, естественно, после того, как прошел курс обучения, сначала в частном пансионе, в детском пансионе, где главный принцип – заставлять детей делать то, что им нравится, и не разрешать делать то, что нравится. Английский система воспитания. Совершенно верно. А в школе, так, доктора Блиндера детей буквально, ну не буквально, а образно выражаясь, вколачивают разного рода знания. То есть вот что-то вроде натаскивания на ЕГЭ, но раз в 10 лет сделать. А дети помладше. Там, по-моему, с 6 лет они поступают. Вот. Один ребенок там после такой интенсивной нагрузки стал абсолютно слабоумным. У него крыша поехала, и он там 8 или 9 год в одном классе учится, потому что результат обучения есть, то есть их нет. Вот. А Поль, младший Поль Домби, он не выдержал, и он умер от этих перегрузок. И Диккенс говорит, автор говорит о том, что ребенок умер, потому что он был перегружен. Перегружен вот этой взрослой нагрузкой. То есть потому что к нему не относились как к ребенку. Что значит не относиться как к ребенку? Тут Диккенс у нас очень сентиментален и очень традиционен, в то же время новатор. Он говорит, относиться к ребенку нужно что сделать? Его любить. А старший Домби этого не понимает. Что ребенка нужно любить. Любить можно вот торговый дом, да? И сына как составную часть. А как можно любить ребенка? Бесполезно же, да? Любовь же бесполезна, она не утилитарна. Когда он нанимает кормилицу, а его первая жена умирает при родах, потом он про жену вспоминает очень редко, потому что свою функцию она выполнила, а она сына родила. Вот. А сын, конечно, вспоминает. Так вот, нанимает кормилицу. И Домби старший, кормилица говорит, так, значит, как вас зовут, меня не интересует. Давайте вы будете зваться, сюда в потолок, миссис Ричардс. Значит, с ребенком будете общаться в строго отведенные часы,
как только контракт закончится, вы не имеете права с ним больше встречаться. Почему? Старший Домби не хочет, чтобы у ребенка выработалась эмоциональная связь с кормильцем. Почему? А он коммерсант. И он думает, что если часть любви сына уйдет на сторону, то у него уменьшится прибыль. Вот он руководствуется принципом монополизма, да, может быть монополией, правительство способом. Вот. Теперь, как вы думаете, что делать в этой ситуации девочке? Вот ее не воспринимают как член семьи, ее никто не любит. Пытаться завоевать любовь отца. Это, да, это у нее в конце концов получается, а до того... Образ мальчика применяет. Что? Образ мальчика. Нет, тут все в порядке, тут все... И вот я говорил о том, что с одной стороны Диккенс у нас традиционный писатель, а вот семейная ценность для него самое важное. Но он говорит, что семья – это не общий бизнес, это не кровное родство. Семья – это любовь. Семья – это люди, которые любят друг друга, которые ценят друг друга, которые заботятся друг о друге, помогают друг другу. Флоренс находит в себе другую, настоящую семью. Не тот, кто родил, а тот, кто... Совершенно верно, совершенно верно. И фактически в романе у нас представляется вот семья, которая не семья у старшего Домби. Почему она не семья? Потому что это торговый дом, а не семья. И вот эта семья из людей, которые любят и заботятся друг о друге. Это вот тот самый Соломон Джонс, владелец лавки, старомодный, продающий старомодные инструменты. Его племянник, который потом женится на Флоренс, а его приятель, мистер Каттель, капитан Каттель. Вот у них Флоренс себя чувствует как дома. Почему? Потому что там есть любовь. Это, как ни странно, очень новаторская мысль, необычная, оригинальная мысль для середины 19 века. Она постепенно завоевала популярность, но представление о том, что семья должна быть основана на любви, и что если в семье любви нет, то это ненормально, это идея Диккенсом разделяется. Ну и похоже мы сюжеты найдем у того же Достоевского, у того же Островского. Да. Самые злейшие твои враги – это твои родственники, твоя семья. У Достоевского вообще почти во всех романах у нас, как правило, страдания причиняют те люди, которые должны быть самыми близкими и самыми любящими. Да. Я не скажу, что Достоевский списал это, заимствовал это у Диккенса, не только у Диккенса, но это их роднит. Это же общая тенденция, тут 19 тоже так или иначе тоже встречается. 19 век, да. А как было до того, читаем Евгения Онегина, когда истрадавшаяся от любви Татьяна спрашивает у своей опытной, повидавшей виды нянечки, а как в вашей молодости было с любовью, она удивленно спросит, какая любовь? Замуж выдали все. Так вот, у нас фактически в романе «Домби и сын» сначала дается вот эта кавычка, да, Домби и сын, а потом Домби переосмысляет, старший Домби переосмысляет свои отношения к детям. Какой ценой? Перечисляет. Значит, у него умирает первая жена при родах. Потом у него умирает сын. Потом у него он разоряется. Он теряет вот этот торговый дом, эту фирму. А потом он теряет вторую жену. По поводу второй жены расскажу более подробно. Ее зовут Эдит. И Эдит – это еще один пример того, что такое неправильная семья с точки зрения Диккенса.
Э, По Диккенсу утилитаризм, стремление людей во всем находить себе выгоду, разъедает, развращает отношения между родственниками. Вот они из-за наследства друг другу пытаются всякие козни строить, в суды друг друга подают. А матери, и в этом отношении Диккенс, хотя и семейный автор, у него эта тема есть, торгуют своими дочерями. Вот. Они их продают. Иногда прямо, но это в самых злачных кварталах Лондона, склоняют к проституции. Либо родные матери, либо значит, женщины, которые развращают девочек. А есть другой вариант продажи, торговли с людьми. Диккенсу это очень нравится, эта практика. А речь идет о том, что матери пытаются выдать замуж своих дочерей по какому принципу? По расчету. Вот брак по расчету, по мнению Диккенса, это та же проституция. Она не в таких злачных кварталах мрачных встречается, она встречается в самом приличном обществе, но фактически это тоже. И вот, да, и вот вторая жена, она воспринимает свой брак именно как сделку. И своего мужа она не любит. Но зато они находят общего врага, и поэтому появляется на ее союзник в семье и лучший друг, чем подруга. Это кто, как вы думаете? Флоренс. Они подружились. И так как она не любит своего мужа, она ему изменяет с управляющим, которому Домби старший доверял больше всего. Этот управляющий был сильно разочарован, потому что Эдит ему объявила: я с тобой встречаюсь в один прекрасный день только для того, чтобы насолить своему мужу. Чем его сильно расстроило, и он потом попадает под поезд. Итак, смотрите, у нас старший Домби теряет все. Он теряет сына, теряет первую жену, теряет сына, теряет фирму богатства, теряет вторую жену, теряет своих сотрудников преданных, точнее, они оказываются непреданными. И вот только он все потерял. Сугубо христианство. Когда он все потерял, он наконец-то понял, кто же ближе всего к нему. Что ему должно быть дороже всего. Тут оказывается, что рядом с ним остался только один человек, а это его дочка Флоренс. И вот к концу романа он, пройдя через череду испытаний, потерь. А вот это как раз сугубо евангельская идея. И последние станут первыми, и первые станут последними. И очищение через страдания, опять-таки идея Достоевского. Возвышение души через страдания. Вот когда Поль Домби старший проходит это учение испытаний, и он и осознает себя отцом уже Флоренс. И когда он понимает, что в этом мире имеет подлинную цену, он завершает процесс перерождения, и у нас появляется приличный человек. Поэтому, подытоживая, скажу, что да, Диккенс, с одной стороны, писатель вроде бы старомодный, сторонник таких христианских ценностей, но, как видите, в то же время он уже писатель, как сказали бы, модерн, писатель современности. В его понимании людей объединяет не кровное родство, не формальное какое-то соединение, а именно родство душ. И вот семья по Диккенсу – это как раз та ячейка, которая это родство душ обеспечивает. На этом я бы хотел закончить.